Сегодня мы обсуждаем не просто поправки Конституции, мы обсуждаем новую архитектуру государства, такую, в которой институты работают справедливее, а власть становится более подотчетной обществу. Именно поэтому глава государства вынес конституционную реформу в центр национальной повестки. Речь идет о решениях, которые по масштабу сопоставимы с принятием новой Конституции. И это высокая ответственность для всех нас. Предлагаемые изменения – это не абстрактная модернизация. Это ответ на очень конкретные запросы общества, на эффективность, когда решения не застревают между уровнями власти, на представительство, когда голос гражданина реально превращается в политическое решение, на справедливость, когда законы защищают людей. Переход к новой парламентской модели, уточнение баланса полномочий, создание устойчивых механизмов обратной связи – все это направлено на одно – сделать систему управления более цельной, понятной и ориентированной на результат. Что это даст стране и людям? Конституционная реформа – это толчок не только политический, но и социально-экономический. Она создает условия для более качественного законотворчества, усиления парламентского контроля, прозрачных процедур принятия решения и, самое главное, для роста доверия между государством и обществом.